Здравствуйте. На 7 августа, как и ожидалось, по всей территории республики был очень большой шквалистый ветер. Глава республики Саха-Якутия Асим Сергеевич Николаев сегодня работает в горном районе, село Бескюль, которое сегодня пострадало в силу большого огня, который вошел в населенный пункт, где пострадало порядка 20-30 строений, которые сегодня идет ревизия потерь. Глава встречается с жителями и, безусловно, со стороны республики пострадавшим лицам будет оказана помощь. В свете порывистого ветра руководство правительства, многие работали в разных территориях наших районов, где стоит, скажем, тревожная погода, части пожара. Я сам лично только прилетел с Татинского района, село Этыккёль, где работали наши пожарные, местные жители, добровольцы и вертолет водосливным устройством авиакомпании «Полярные авиалинии». В результате совместной работы нам пришлось сбить верховой пожар, который приходит с большой бедой. И сегодня люди стоят на проруливании и на вырубке леса, который угрожает при верховом пожаре. Также на контроле оперативного штаба есть ряд населенных пунктов, такие села, как Бескюль, Магарасы, Кюрелях горного района, также село Кальвица, Ситте, Сангар, Кебяи в Кебяйском районе. С повестки дня снимается ситуация с Этыккёлем в Татинском районе. Также есть село Кылай в Салданском районе, Каракай, Хомустах, Дюлюкю, Далар в Верхневилюйском районе, Ударник и Сангар, Ударник в Тампонском районе. Ситуация есть сложная. Сангар, село Сангар в районе нефтебазы. Это находится у нас на особом контроле. Сегодня идет в это время работа оперативного штаба по привлечению завтра, несмотря на регламенты аэропортов, работу воздушных судов, которые будут работать в выходные дни. В эти дни также приехали к нам дополнительные силы с других регионов. Это с Тюмени и Ханты-Мансийской авиабазы в составе 50 человек. Они будут также работать на наших пожарах. Завтра также прибывает техника инженерного батальона, которая также будет немедленно выгружена и выдвинута на место постоянной дислокации батальона. Сегодня, повторюсь, ситуация остается сложной. Один из больших ошибок, конечно, при порывистом ветре, это ситуация, когда наши селяне завозят сено и располагают вблизи своих домов. Безусловно, я призываю, чтобы жители на это обратили особое внимание и накрыли сено каким-нибудь толстым материалом для того, чтобы избежать больших трагедий. Также призываю глав муниципальных образований не допускать таких картин, чтобы сено, которых мы скосили, оставить на более безопасном месте для того, чтобы избежать таких трагедий, которые сегодня произошли. Повторюсь, помощь со стороны правительства республики пострадавшим лицам Бескюля и иных населенных пунктов будет оказана по первой необходимости. Спасибо за внимание. Спасибо. Такова обстановка в лесах республики. Этим вечером мы следим за развитием событий.